Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, как с ним себя вести. Многие люди не могут выбрать как-то тактику в отношениях, как себя вести в отношениях. Потому что, с одной стороны, вроде как очень хочется быть с человеком, а с другой стороны, он как-то может быть ни рыба, ни мясо, да. Или бывает такое, что человек агрессор, тиран, или еще какие-то моменты, да, негативные, нехорошие. Поэтому мы с вами возьмем 4 позиции, сделаем, да, на канале Life. Гадание онлайн будет у нас на оракуле Символон. Как с ним себя вести? То есть мы посмотрим вообще, кто вы, кто он, да, в какой карте это вы находитесь в этих отношениях. Кто вы, кто он. И дальше тактика вашего, естественно, поведения. То есть кто вы в этих отношениях, кто он в этих отношениях. И тактика, как вам надо себя с ним вести, чтобы отношения, в принципе, хоть куда-то ушли в хорошее русло, да? Как вообще лучше для вас, для вашей судьбы себя с ним вести? Я очень благодарна Ютубу, что можно быть услышанным на весь мир, да, поэтому я очень рада, если вы меня слышите, если вы меня слушаете. Первая карта, которую мы с вами тут достаем, это вообще формат ваших отношений на сегодняшний день, потом кто вы, потом кто он и какую тактику лучше выбрать. Итак, первая позиция цитрин, что-то на камни переключилась, вторая позиция гавлит, третья позиция нефрит. Нефрит вообще всегда на тройку что-то попадает у нас, да. И четвертая позиция красный агат. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. У меня уже, видите, текст одинаковый всегда. Итак, первая позиция, наш цитрин. В какой карте Символон находится сейчас, вообще, в принципе, ваши отношения с загадным человеком. Чтобы понять, как с ним себя вести, надо сначала понять, какой у вас формат, да? Так, у нас здесь вышла карта настоящего алхимика, мага. И, это не просто так, конечно, не просто так, потому что карта показывает, что отношения сейчас в процессе, да? Мы здесь видим у него ключи, мы здесь видим, что он творит в этих отношениях, ставит опыты, по книге что-то делает, старается. Между прочим, ночь лунного затмения, да, показана здесь. Либо это не лунное затмение, а черная луна, значит новолуние. А новолуние у нас может показывать начало новой жизни. Соответственно, отношения у вас, в принципе, неплохие, я вам так скажу. И на сегодняшний день эти отношения развиваются. Они и хотят идти вперед, они будут идти вперед. Но в этих отношениях кто-то больше все-таки как главный, да? Кто-то главный, а кто-то как второстепенный. Вот заметили, кто-то же ставит опыт над другим. Мы здесь видим также знаки Льва и Скорпиона. И это значит, что все-таки каждый вроде как пытается в этих отношениях как-то манипулировать, распоряжаться, два сильных знака, совершенно друг другу неподходящих, да. Но все-таки есть один больше, который сейчас тянет одеяло на себя. Тот, кто больше все-таки заинтересован в этой манипуляции. И, конечно, здесь он и распоряжается, чтобы отношения развивались. То есть от него это все зависит. Я считаю, чаще всего это мужчина. Но бывает и иначе, конечно. Я про Льва и Скорпиона не сказала, что это ваши знаки зодиаков. Эта карта, она просто показывает энергии, да. То есть, если бы эти два знака зодиака встретились в реальной жизни и стали бы вместе жить, им было бы сложно. Сложно, но что-то можно было бы построить и создать. Почему? Потому что вроде как и знаки недружественные, да, но какой-то коннект поймать они могут, по сути. Хотя энергии, конечно, огня и воды совершенно друг другу не подходят. Поэтому здесь, правда, надо как будто над отношениями постоянно колдовать.
Вот. Но попробовать стоит и попробовать можно. Вот так могу сказать. Хорошо. Давайте посмотрим, в какой карте вы сейчас находитесь и в какой этот человек. То есть, кто вы в этих отношениях? Вы вампир. Этот человек в этих отношениях, ну, человек, который совершает полет, да, девушка полетела. А молодой человек, кстати, смотрит на нее снизу, да, то есть она, может быть, это какие-нибудь гуси-лебеди или еще что-нибудь. То есть мы понимаем, что тут вы выполняете роль вампира, а это значит не обязательно, что вы энергетический вампир, это совершенно не обязательно. Это просто ожидание, томление. Почему вампир? Потому что вы вроде как сильный человек, да, но вы очень сильно зависимы от вашего партнера. А вампир, он зависим от своей жертвы. Почему? Потому что он ее жаждет, он ее очень хочет. Он хочет, правда, у нее крови попить, но аналогия, да, для отношений. То есть этот человек свободная личность, летящая в небе, счастливая такая, да, окрыленная, влюбленная личность в вас. А вы только снизу смотрите, как он умеет летать, как он может перемещаться, да. А вы в этой роли вампира, то есть вы зависимы. Ну и, конечно, сами понимаете, кто в выигрышном положении, а кто нет. Кто стоит и воет на Луну, значит, в этих отношениях, хотя вроде как и доволен, то есть вы вроде как и довольны можете быть, но при этом проявлять постоянную зависимость, желание контролировать, желание, значит, быть рядом, поближе, да, такая жажда. А человек такой весь, а-ля-ля, тополя, я полетел куда-нибудь, слетаю, там вернусь потом, знаете, такой по-простому. Вот. Он тоже, в принципе, счастлив в этих отношениях, ему тоже все нравится, все устраивает. Но вам, скорее всего, не так это нравится, как ему, понимаете? Вам не хотелось бы быть в тюрьме зависимости, вот честно. В этом вся суть этих карт, а не то, что вы там на себя могли подумать, да? Хорошо, какую тактику вам лучше выбрать? Вот какую все-таки? Мы здесь видим карту единорог. Ну, прям преследует нас эта карта с вами. Прям преследует эта карта. Вот я чувствую, что... Вы знаете, вот это такая карта, она у меня на символон очень часто в раскладах выпадает. И я не знаю почему. Это мистика. Я очень люблю единорогов. У меня есть второй единорогов кристальных. Надо будет, кстати, на этой колоде сделать расклад. Следующий на личные отношения. Очень мне нравится она. Но в любом случае здесь мы видим охотника и здесь мы видим единорога. Они друг другу совершенно недоступны. Особенно единорог охотнику. Он жаждет увидеть единорога. Он хочет увидеть единорога. Единорог не может явиться охотнику, потому что у охотника нечистая душа. При этом единорог является только чистой душе, только светлой душе, только душе, которая действительно имеет чистейшие помыслы. И вот тут тактика какая, да? Первое, что мы можем здесь подумать, это всегда иметь в отношениях только чистые помыслы в этих, только самые чистые помыслы, да? Второе, что тут можно сделать, второе, это стараться никогда не преследовать загадного человека. Потому что как бы вы его ни преследовали, он вам будет недоступен, потому что он довольно свободолюбивая личность. Поэтому первая тактика – всегда иметь в отношениях только чистые помыслы, а не помыслы вампира, который жаждет, да? Освободиться от зависимости, иначе отношений не будет, вы их перегрузите энергетически. И, естественно, никогда не преследовать, никогда не преследовать. Тут скорее, знаете как? Тут скорее надо стать собой, личностью, полюбить себя. Вам упражнение каждый день по 15 минут. Я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя. И следующие 15 минут я прощаю себя, я прощаю себя, я прощаю себя. Можете письмо себе написать, за что вы себя обвиняете и за что вам нужно себя простить. Поревите и простите. Но постарайтесь сделать все, чтобы не проявлять в отношениях никакой зависимости. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем дальше к позиции номер 2. Как с ним себя вести, наш камень Гавлит. И первая карта – формат ваших отношений на сегодняшний день. Ух ты, мать моя, вся в саже.
Тут у нас, значит, есть Медуз Гаргона, есть бравый воин, рыцарь или кто уж он там. И она ведь его этими змеями-то как обстреляла. Вот смотрите, они в него летят, и молниями его ранят везде, да, эти змеи кусают. А он кричит, бежит и плачет, да. Дева и Водолей. Ну, что могу тут сказать? У вас сейчас отношения точно не очень. Честно вам скажу. Один другого явно ругает. Ругает, кричит, спорит или уже наорал, да. Есть как бы провинившийся, виноватый, да, и есть обвиняющий. Обвиняющий и карающий при этом. Я вижу ситуацию отношений по этой карте именно так. Один преследует, второй убегает. Один карает, другой, значит, поносит наказание, да. Один виноват, другой просто его... Ой, извините, у вас... В общем, к чему мы идем? У вас произошел конфликт, да. Произошел конфликт, и идет вот такая нехорошая в отношениях ситуация. В общем, вы это поняли, я думаю, по этой ситуации. Хорошо, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. Тут, значит, один преследует, другой убегает. Один строго очень относится, гневно, да. Второй прям весь такой обтекает, обвиненный, мучается душевно, переживает прям. Плачет, может быть. Хорошо. Какую вы роль выполняете в этих отношениях на сегодня? Ну, прям богиня, да? Богиня Венера. Это знак Тельца у нас. И он выполняет роль заключенного шута. Смотрите, тут у нас, значит, Козерог с Водолеем, да, получается. А тут знак Тельца, богиня Венера, плодородие, процветание, любви. Вы, значит, довольно спокойны сейчас в отношениях. Вы себя любите, вы самодостаточны, вы прекрасны, вы невероятно хороши, да. А человек, он находится как будто бы в тюрьме, в заключении. То есть его в чем-то реально как обвинили, да. И логически выходит так, что он пострадавшая сторона. Значит, Медуза Гаргона, скорее всего, это вы. И вы держите сейчас лицо, да, ну, может, гордость какая-то у вас. А человек как раз-таки вот этот воин, и он сейчас в тюрьме как шут, да. Ну, значит, что вы его в чем-то обвинили. И он очень сильно кается из-за этого. Он наказан, и он не знает, как ему исправить это положение, каким образом, каким способом ему исправить это положение, да. Ну, карты здесь совершенно точно показали, что он и чувствует себя обвиненным, виноватым. Он ощущает эту вину, понимаете? Все-таки есть в нем ощущение этой вины. И логически получается, что раз ощущение вины есть, значит и человек правда виноват. Хорошо, давайте посмотрим, как лучше с ним себя сейчас вести. Ну вот какую тактику лучше избрать, да? Какую тактику избрать? Так, ну мы здесь что видим? Мы здесь видим вот как будто бы боги, да, феи. И девушка работает в саду. А эти феи, они делают все для того, чтобы, ну, может быть, у нее получилось, ну, чтобы вот росли там кусты, деревья, да. А она работает покладисто, высаживает это все. И высшие силы, они ее благословляют. Если вы хотите, чтобы отношения продолжались, здесь у нас, кстати, опять знак Тельца, да, но еще и у нас рыбы или близнецы, подождите. Да, близнецы. Вот. Если вы хотите, чтобы отношения процветали как-то, да, то что вам нужно сделать в первую очередь, как вы считаете? Нужно их взращивать и ухаживать за этими отношениями. Не за человеком надо ухаживать, а поработать над собой, над отношениями самими по себе, да. Нет, это у нас не близнецы. Это я правильно сначала сказала, что это рыбы, а рак у нас обозначается рыбками. Ну вот знаки зодиака, они меня все время путают.
И вот смотрите, если бы у нас телец стал бы жить с рыбами, это же было бы очень хорошо, правильно? Это хорошее сочетание знаков зодиака. Поэтому вам нужна гармония в отношениях. Вам нужно эти отношения удобрять, взращивать, поливать. День за днем, час за часом. Выстраиваются доверительные отношения. Помогаете друг другу, выстраиваете дружбу в отношениях. Да? То есть не обязательно сначала сразу же вот эту всю эротику, любовь, там, любовную, свидание включать. Можно сначала потихоньку дружить. То есть шаг за шагом, чтобы эти отношения становились иными, другими, какие вам больше нравятся. Поэтому тактика такова, что вы можете не сильно подпуская человека, но пообщаться с ним по-спокойному, разобраться в ситуации и день за днем, может быть, общаться, дружить, давать ему какие-то шансы, но только по его работе над этими отношениями. Если вы видите, что человек над отношениями совершенно не работает, он не вкладывает энергию, вы ему дали шанс, он ничего не делает, больше шансов вы ему давать не можете. Ну вот честно, это нереально. Вы видите, что происходит, да, что и так какой-то скандал разразился или какой-то конфликт, и виноват в этом человек. И если вы еще продолжите друг с другом ругаться, и он снова продолжит какие-то такие вещи делать, ни о каких отношениях не идет речи. Поэтому самое простое – это обстоятельно подойти к отношениям. Вот именно, вот знаете, практично, что я даю шанс, я могу день за днем, час за часом растить снова эти отношения, их улучшать и как-то медленно их продвигать в жизни, не торопясь. Но если я увижу, что ты не вкладываешь свою энергию, ну тогда все, извини. Ну вот такая позиция номер 2. А мы перейдем к позиции номер 3. Мы перейдем к третьей позиции. Как себя вести с загадным человеком, как себя с ним вести. Первая карта – формат ваших отношений. Какой формат увидят высшие силы, в какой карте они видят ваши отношения. Здесь мы видим карту что-то типа черной мессы, да? Потому что крест перевернут, пентакль перевернут, и люди в черных балахонах. Ну, логично. У нас идет черная месса. Что такое черная месса? Тут у нас, значит, скорпион и стрелец. Карта довольно конфликтная, тяжелая. Она говорит иногда о вмешательстве черных сил в отношения, да? И черная месса – это черный ритуал, ну, проводимый, ну, так как бы… Есть церковь христианская, да, а есть церковь дьявольская, сатанистская. И вот здесь они проводят свою мессу, ну, как служение сатане. Понимаете, о чем я? Вот какой картой обозначили высшие силы ваши отношения. Поэтому совершенно точно здесь кто-то эту службу проводит, а значит, в ваши отношения вмешиваются черные силы. То есть люди с негативом на сегодняшний день вмешиваются в ваши отношения. Они стараются эти отношения разрушить или склонить на другую сторону, ну, то есть кого-то из вас, соблазняя каким-то образом, да, или там привораживая, например. Поэтому сейчас ваши отношения не имеют нормального хода. В них, скорее всего, есть разрозненность, конфликты или непонимание. Но в это вмешались именно черные силы. Это совершенно точно показали карты. Хорошо, кто вы в этих отношениях и кто загадный человек? Ну, смотрите, вы у нас получается, служитель культа, который отправляет жертву. Опять же, жертву каким-то непонятным богам, да? Тут у нас рак и скорпион. И, мол, эта жертва богу или богам что-то должна принести хорошее. Мол, вы жертвуете самым ценным ради отношений. Вы себя видите этой жертвой, или вы себя видите человеком, который жертвует самым ценным ради отношений. Иногда своими детьми, ну как на карте показано, да. Может быть, это и не так. Может, вы не жертвуете своими детьми ради отношений, ну там общением с ним или еще с ними, да, с детьми или еще что-то. Но эта карта может просто показывать, что вы там лучшие годы, самую ценную энергию жизненную и так далее положили на эти отношения. То есть вы сделали как бы все от вас зависящее для этих отношений и даже больше. Смиренно, мучаясь, да, там, и, мол, я делаю это во благо. А ваш человек, он злобный горбун.
Шут, да, шут-горбун, который ведет себя как сумасшедший. Тут мы видим Овна с Водолеем, он себя ведет как сумасшедший, он пляшет безумные пляски вокруг костра и ведет себя как дурачок. Почему так происходит? Потому что, скорее всего, у человека что-то, правда, не в порядке. Например, с головой, или зависимости, или у человека, ну, например, на нем там черная магия. Вы пытаетесь его очистить, приносите жертву, у него не получается реабилитироваться, потому что, может быть, уже эта магия черная проникла ему во все клетки, может быть, у него приобрелись уже физические болезни, ну, например, алкоголизм, наркомания или еще что-то. Здесь что-то явно не так. У человека все довольно плохо на сегодняшний день с головой, да? И это может влиять на него негатив. Но снять этот негатив, это не значит, что его полностью вылечить, понимаете? Как с ним себя вести сейчас, какую тактику выбрать, мы здесь видим жар-птицу. Что такое жар-птица, да, Скорпион с Водолеем? Что такое жар-птица? Жар-птица – это великая сила. Это как бы птица, исполняющая желания. Она золотая, но так это просто ты к ней не подберешься. Ты должен пройти испытание, да, как в сказке. Чтобы подобраться к жар-птице и взять ее перо для исполнения желаний, нужно пройти испытания разных чудовищ, там огонь, воду, медные трубы. А еще не факт, что она с тобой будет разговаривать, да? Поэтому здесь, правда, нужна жертва ради отношений. Вот только зачем? Может быть, вам расправить крылья и лучше полететь от этого человека подальше, чем в этих отношениях вы будете реально мучиться. А я вижу здесь все-таки такие жертвы, что душевное мучение все равно тут может быть в отношениях с вашей стороны. Поэтому я вам советую по карте жар-птица все-таки как-то освобождаться от этих отношений. Потому что в отношениях явно царит неадекват. Во-первых, а во-вторых, черная магия. Вот оно вам надо страдать из-за этого. Отступитесь от этого человека, подумайте хорошо. Ну вот такая позиция номер 3. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 4. Как себя с ним сейчас вести? Давайте посмотрим. Вот у нас красный агат. И первая карта самих ваших отношений. Как высшие силы, вот формат отношений на сегодняшний день ваш видят. Давайте смотреть. Ух ты. Тут у нас Овен с Тельцом карта выпала. Это влюбленные, которые друг друга обожают, любят, как, не знаю, как Адам и Ева в раю, да, которые еще не вкусили змеиного вот этого яблока. Их никто еще не соблазнил, и Бог не зверг их на землю, да. Они прекрасные. Вот у вас прекрасные отношения, вы друг друга взаимно любите, вы друг с другом хотите быть, вы сочетаетесь друг с другом, как две половинки одного целого. И, естественно, сила притяжения здесь очень зашкаливает. Здесь есть вот конкретно душевные, взаимные чувства, страсть, любовь, да. И, конечно, это любовь, созданная на небесах. Может быть, даже у вас венчание было или будет. Карта очень хорошая, светлая. Она говорит о том, что человек вас любит, и вы любите этого человека. И что вы, по сути, по судьбе друг другу и должны быть вместе. Ну, конечно, если вы будете на него кричать, пинать, я вас отговорю быть с ним вместе. Но пока что, если вы хорошо с ним обращаетесь, вы должны быть вместе. Итак, какую роль вы играете в этих отношениях? Это воин. Воин. И какую роль играет человек в этих отношениях? Тут опять у нас, видите, как вышло, да? Что люди, как будто бы разлом идет, и они стоят по разные стороны разлома. И как-то сердитенько друг на друга смотрят. То есть человек, он находится в этих отношениях в паре. Даже совершенно точно. Но при этом Овен и Весы, да, выпали, как бы чуть-чуть сердится, а вы сердитесь как бы на него. Идет противостояние, но человек остается в паре. Хоть и разлом, хоть и меч этот воткнут. Он знает, что может сделать шаг и через разлом этот перейти. Вы же уже в одинокой карте. Почему? Почему вы воин? Потому что вы готовы идти в наступление. Карта Овна, да? Вы готовы с этим человеком начать сражение.
Вот я же, помните, говорила случайно, интуитивно, что я вам советую с ним быть, пока вы с ним хорошо обращаетесь. Если вы с ним будете плохо обращаться, какой смысл в этих половинках и так далее, в этой судьбе, любви взаимной? Любовь взаимная здесь на 100% есть. Но сейчас накаленная атмосфера с обеих сторон. Какие-то, может быть, обидки и выяснения отношений, а также ревность. Хорошо, как вам с ним себя сейчас вести? Ну, у нас тут выпала карта «Новое рождение». Она, вот эта душа, или как, ну, какая-то инопланетная девушка вылупилась из яйца. Она из него вылазит. Чайки, месяц, да, прекрасно, все красиво, ее морем вынесло. То есть она невероятная дива. Здесь у нас рак и водолей, да. Что говорит эта карта? Быть прекрасным человеком, как будто бы ваши отношения родились заново. Попробуйте это представить, что ваши отношения родились и начались с нуля. Как будто вы родились прямо сегодня с этими параметрами жизни, которые у вас есть. Либо ваши отношения только снова начинаются. Попробуйте это представить, дайте новое рождение этим отношениям, дайте новый шанс, потому что высшие силы видят, что вы любите данного загадного человека. А это значит, что вам нужно пробовать улучшить эти отношения, переродить их, начать с нуля, сделать как-то иначе, по-другому. Может быть, какое-то нововведение должно быть в отношениях. Что-то переделать, переиначить, как-то пережить, да? И тогда отношения действительно заиграют новыми красками. Ну, вот такая вот у нас позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Элайф. А также Школа Таро Альвиен и Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч. Я очень благодарна, что вы послушали это видео.